достаточно. Мы можем начинать. У нас немножко произошли изменения в программе презентации. Я думаю, что все будет нормально. Причина, потому что Наиль Грибаев, писатель, председатель совета писателей, который сегодня будет выступать, ему нужно пораньше уйти. Начнем сразу с проекта Китаптар. Есть кто-нибудь, кто про Китаптар еще не слышал ничего? Или не заходил? Нет таких? Есть. Ну да, на самом деле очень много людей уже зашло на сайт. Если самая базовая цифра, это сейчас на сайте 1200 книг, файлов больше, потому что в одной книге может быть несколько файлов. Почти 10 тысяч посещений за месяц, это последний, то есть с момента запуска бета-версии. А за год, то есть включая промо-страницу, которая существовала до бета-версии, уже 35 тысяч посещений. Где-то на самом деле много приходит новых людей, а те, которые уже хотя бы раз заходили на сайт, они заходят в среднем где-то 3-4 раза. То есть на этот момент уже среднее количество. Кто-то заходит там, по 10, по 12 раз, кто-то пореже, но довольно много. 11 тысяч скачанных книг на данный момент. Тоже люди, естественно, скачивают по-разному. Кто-то скачивает сразу много, кто-то по одной. И на самом деле интересная вещь, 30% посетителей с мобильных устройств заходят. Это для нас на самом деле хорошая штука, потому что мы заранее продумали, и сайт у нас поддерживает работу на мобильных устройствах. И впредь мы тоже будем на это ориентироваться, потому что очень многие люди читают пути, дорогу где-то. Но цифры, как бы, ладно. Вообще, мы где-то месяц назад объявили, что вот у нас запускается бета-версия, распространяли информацию в основном в социальных сетях, но она достаточно хорошо разлетелась. Наверное, ни один из проектов наших не был настолько популярен, не был настолько... Не ждали его так сильно. То есть реально настолько все заждались библиотеки башкирской, что сразу у нас первый день было там несколько тысяч человек зашло. Первый же день, и у нас как бы сервер просто еле-еле справлялся с этой нагрузкой. И даже сейчас бывают иногда проблемы. Вообще, сайт Китаптар или проект такого рода, он должен был появиться лет 10-15 назад. Если честно, то он должен был появиться 10-15 лет назад. Но как-то так получилось, что происходит это сейчас. Причем это не какой-то коммерческий проект, это сайт, ресурс, который делает сообщество энтузиастов, совершенно разных людей из разных городов. В общем-то, одержимы одной идеей — сохранить башкирское наследие и дать возможность людям читать на башкирском. До того, как Китаптар появился, были отдельные попытки создать библиотеки, но ничем они практически не увенчались. Есть электронная библиотека номинально у библиотеки Полити, но у людей, которые не являются читателями непосредственно самой библиотеки, доступа к этой библиотеке нет. Ну и книг там не очень много. Ну, как я понял из разговора с директором библиотеки, они не могут себе это позволить, потому что есть большие риски претензий со стороны издательств и авторов, ну, как они считают. Такие проблемы, я думаю, что могут быть и у нас. Но об этом скажет Эрик позже.
Сейчас я хочу, чтобы вышел Марат. Это, на самом деле, человек, благодаря которому все это состоялось. Потому что одно дело сделать сайт, с которого можно, куда можно книги загрузить или еще что-то, а другое дело все эти книги электронные копии создать. Так, ну, первоначально я просто дополню о том, почему проект нужен. Любой язык существует на двух уровнях. Есть бытовой уровень, то есть повседневность, и есть литературный уровень. Литературный уровень, но это тогда, это в общем все уровни, то есть, которые вы можете читать в книгах, то есть, которые в ваших самых сокровенных мыслях и в таких как бы высоких сферах человеческого бытия. И поэтому зачем нужна эта библиотека? Только за тем, чтобы наши башкироязычные, то есть молодежь, особенно, то есть наша молодежь, она научилась мыслить на вот этих высоких уровнях, потому что на них развивается язык. Ну, в общем, в основном, то есть зачем это, и то, что Ильдар сказал, это единственное мое дополнение по этому поводу, потому что Ильдар уже сказал, что действительно проект должен был состояться раньше, то есть появиться он должен раньше, но вот мы в этом плане немного отстали. Потом, как мы это делали? Сначала волонтеры, которых мы собрали, они нашли отсканированные уже книги в библиотеке, то есть книги в интернете. Но очень множество из них было просто в плохом состоянии, я не знаю, на старых принтерах, поэтому. И вот мы начали сканировать книги. Первую книгу отсканировали Озона Бэк-Баласак, это Мустай Карима, и после этого один из наших волонтеров, к сожалению, его сегодня нету, по положительным причинам, он нашел более быстрый способ, чем я сканировал, и мы начали сканировать через FineReader. В итоге наша команда отсканировала очень много книг там. То есть некоторые из них мы даже перевели в такие текстовые форматы, ну то есть такие форматы, которые можно читать вот на таких носителях. Вот. Второе, как бы, сейчас мы ищем больше тех, кто будет действительно сканировать и пропускать через FineReader книги. И вот второе, что мы будем искать, кого мы будем искать, это тех людей, которые смогут редактировать уже отсканированные варианты. То есть, я поясню, то есть FineReader считывает текст со скана, и там бывают ошибки. Вот эти ошибки нужно исправлять. Если, в общем, у нас будет достаточно таких людей, то создать вот эту библиотеку, которую будут действительно читать, а ее будут читать именно на таких вот носителях, будет гораздо легче. Ну, и реально, в общем. Вот я все сказал. Так, Наиля Сатович. Вот писатель, который первый передал нам свои книги, это Бейтбаев Наиля, сейчас он хочет сказать свое слово. Спасибо. Я действительно спешу, поэтому скажу. Ну, вот мы, когда современные технологии появляются, мы все те, которые заинтересованы в истории Башкортостана, развитии его языка, культуры, литературы, мы всегда беспокоены, что на момент инертности этого процесса. И всегда беспокоюсь, что вот у нас нет таких молодых людей, или мало таких молодых людей, которые этим занимаются. И, естественно, когда вот книги появились, и что башкирских книг там мало было, почти не было, это прежде писатель на этом говорили. И мы очень рады, что вот появились такие молодые люди, которые вот наши книги ставят. Действительно, вот меня многие звонили, книги читают, просто читают нашу молодежь. И это очень радостно. Насчет того, что вот эта проблема, что книгу ставите, просто надо на всякий случай
договора заключать надо. Просто потому что он будет действительно, кто-то там вспомнит, еще тогда свои претензии. И у нас же договор заключения, там же безвозмездно же были, поэтому у нас проблем не будет. И библиотека, я тоже там был согласен, там тоже безвозмездно отдаю. Потому что мы, как хотим или не хотим, сейчас молодежь очень сильно читает по интернету. Ну, это сегодня мы должны это сильно поддерживать. Но в будущем, конечно, возникнут проблемы с этими книгами. Потому что за рубежом уже газеты, журналы в основном 1, 2 или 3% бумажного варианта выпускают. В основном уже электронного варианта. А книги, особенно для детей, 30-40% бумажного варианта издают. И почему? Вот даже вот этот АПЛ, создатель Стив Джобс, он своим детям до 15 лет только 1 час разрешал читать это, сидеть на этом интернете, газеты читать. До 15 лет. И запрещал в спальне это читать. Только вот в комнате 1 час, до 15 лет. Только после этого, потому что он говорил, что это, я как увлекся этим делами, и знаю, какое это носит вред на психологию человека. Но нам об этом говорить рано, после о будущем говорим. И мы сейчас тоже, вот, например, вот эти газеты, я издавна думал, что вот настолько газеты пускаем, настолько бумаг, выбрасываем мусор от мусора. Да, и действительно газеты, вот, 100% можно делать в электронном варианте. В Башкирске, может быть, не все, потому что у нас в основном читатели живут в деревне. Вот, особенно вот, Спорт-экспресс на русскоязычном. И у нас тоже надо предпринимать все это газеты варианты. А вот книги, особенно до 15 лет для детей, все-таки выпускать надо хотя бы половину на можно. Вот это журнал, детская семья. Вот это, ну, это нам пока это, я думаю, не грозит, потому что нам надо сейчас активно действительно книги внедрять это, выпускать в электронном варианте и рекламировать, и в будущем такая. И поэтому я еще раз хочу сказать вам, Илдару, Марату и всем тем, которые помогают, сказать огромное спасибо, что занимаются этим. И больше обращаться к писателю, я еще не видел такого писателя, который бы отказал, который бы не хотел эту книгу отдать. Я думаю, это одна из реклам. Поэтому я желаю удачи, развивайте, собирайте возле себя вот эти энтузиасты, и тогда это, я думаю, наша литература, культура развиваться красиво. Спасибо. Я хотел добавить, что вот книги Наиля Астаховича, которые он передал, то есть мы первые, ну, в числе первых были нами отредактированы с PDF на нормальный читабельный, то есть вариант. То есть там были 2 книги Сипланета КВ, это очень популярная в свое время была, то есть, и Капкан. То есть сейчас их тоже можно будет просто скачать и почитать. То есть уже прямо в формате FTP2 и EPUB. Спасибо. Если вопросов нет, то я да. с вашим позволением. Да? Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости. Как вам известно, распространение электронных книг далеко не самое новое веяние. Неизбежная популяризация электронной книги ведут
такие факторы, как рост объема продаж устройств для чтения и снижение стоимости устройств для чтения электронных книг. Проникновение специализированных приложений для чтения электронных книг практически во все мобильные устройства. Усиление внимания агентов, это, несомненно, тоже достаточно активно влияет на рост развития электронной книги. И, естественно, рост численности пользователей, в принципе, интернета. Например, старше 16 лет в России около 55% населения пользуются активно интернетом. Пропагандой открытого онлайн-доступа в России занимаются отечественные библиотеки. Основная цель этой пропаганды, естественно, дать публике большой страны открытый доступ к знаниям. Этой цели придерживаемся и мы. Однако у российских открытых библиотек электронных есть противники. Ну, так сказать, не всегда мы находим положительные взгляды по поводу открытого доступа к электронным книгам. Иными словами, электронные библиотеки частенько воспринимаются как пособники пиратов. Согласно исследованиям Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, пиратство наряду с дешевизной электронной книги и маленьким ассортиментом электронных книг является основным из тормозящих факторов развития. В связи с этим наше сообщество на самых ранних этапах намерено наладить правовые отношения с издательствами и авторами. К счастью, крупнейшее издательство Республики Китай отнеслось к этому вопросу, отбросив всякие консервативные домыслы, за что мы им очень благодарны. После конструктивного диалога было принято решение о подготовке необходимых документов для юридического закрепления нашего сотрудничества и получения официального разрешения на использование нами книг, исключительными правообладателями которых является издательство Китай. Также в ходе диалога был выявлен ряд работ, которые мы обязуемся выполнить к истечению некоторых сроков. Подготовить текст договора мы намереваемся к 25 апреля 2016 года. Также сделать все, что зависит от нашей стороны для подписания договора с сторонами к 10 мая. К 10 мая мы намереваемся разместить баннер на нашем сайте, который будет перенаправлять на сайт Китапа, а также размещение активных ссылок от определенных книг напрямую к определенным книгам на сайте издательства Китапа. Также к 1 сентября 2016 года мы намереваемся внедрить возможность продажи электронных физических книг через наш сайт. Ну и, естественно, чтобы защитить полностью от пиратства скачанные книги, к 1 января 2017 года мы собираемся разработать на сайте подписку. То есть скачивание уже будет невозможно, но, оформив подписку, можно будет читать сразу напрямую с сайта. К такому соглашению мы надеемся прийти. В конечном итоге зафиксировать это юридически. Также мы в ближайшее время выйдем на контакт с остальными издательствами, а также с редакциями книг и журналов.
Теперь хотелось бы обратиться к авторам и правопреемникам, которые сами занимаются продвижением собственных книг. Распространение электронной книги неизбежно. Однако не нужно опасаться того, что после развития электронных библиотек упадет спрос на бумажные книги. Как видно на диаграмме, хоть и не совсем такие новые данные, однако за 2 года прилично увеличилось количество читающих электронные книги, но это не привело к падению числа читающих бумажные книги. Мало того, анализ западного рынка, который был проведен нами, показывает то, что после развития электронной книги увеличился спрос и на бумажные книги. То есть это привело к повышению культуры чтения в общем. Также нельзя обойти тот факт, что возможность приобрести бумажные книги есть далеко не у всех. Я сам столкнулся с этой проблемой в годы студенчества, так как проходил обучение за пределами республики. Я думаю, очень много наших соотечественников, которые находятся не в Башкортостане, были бы рады прочесть строки на родном языке. Однако бумажные книги по много с собой нет возможности возить, естественно, и заказывать каждую книгу, покупать это довольно-таки дорогое удовольствие. Уверен, что немало наших соотечественников, которые бы заинтересовались этой электронной библиотекой, и наше сообщество откроет произведения авторов более широкому кругу читателей, так как возможно чтение книг на башкирском языке будет возможно в любой точке земного шара. Вопросы есть? Про издательство «Китап», что достигнута договоренность. А вы приходили между тем нашим разговором, вот что сегодня презентация? Я вас не видела. Я приходил в издательство, однако вас в то время не было. Это было после разговора уже, да? Просто я хочу заметить, наверное, рано, конечно, ушел. Вопрос очень серьезный. Вы сейчас вот говорите, что вы будете это делать. Но, ребята, мы живем в правовом государстве. И гражданское законодательство у нас четко и ясно защищает права авторов. Вы сначала должны были это сделать с юридической точки зрения, а потом уже замахиваться на электронную библиотеку. В каком разрезе? Издательство «Китап» не будет иметь претензий, я думаю, потому что все, так сказать, за то, чтобы язык сохранился и так далее. Но вчера, например, я для себя просто просмотрела, вот, что у вас выложено, да, навскидку просто. Зайнаб Бейшева, Мустай Карим. Мы очень тесно работаем с их наследниками. Например, наследник Зайнаб Бейшева очень ревностно относится. Когда даже он Зайнаб Бейшева опубликовал книгу, не заключил с ним договор, не спросив согласия. Это серьезная вещь. Гвоздикова, известный Салават Бек, как у нее не спросить согласия на опубликование. Хисамеддинова, это институт языка и литературы. Вообще, у них все произведения, в принципе, служебные. Они у нас их публикуют как служебные, и потом сразу весь тираж забирают. У вас все выложено в открытое. Рим Ахмедов не дошла до конца, но очень предупреждаю, что будьте, пожалуйста, аккуратнее. Он даже нам не дает разместить информацию о том, что книга вышла на нашем сайте. То есть я к чему? Мы через это все прошли. Мы начинали с электронной библиотекой, национальной библиотеки имени Валиди, как раз потому, когда это уже назрело. И мы предложили сами, что давайте, чтобы вам немножко там сэкономить, вы берите у нас, значит, эти PDF-файлы и так далее, но размещайте себя, только мы договор заключали в пределах сети библиотеки, чтобы скачивания не было. Но согласие у авторов вы должны получить. И как Наиль сказал, что безвозмездно многие согласны,
Знаете, сейчас это тоже время рыночных отношений. Согласитесь, что если за каждое скачивание автору дадут хотя бы, я не знаю, там 10 рублей или 100 рублей, он ведь пишет в том числе для того, чтобы получать за это гонорар. Они спели на песню, и всю жизнь получать гонорар. Вот из этой серии, правда. Сейчас не надо думать, что наши писатели все настолько старенькие, у них есть и продвинутые родственники и так далее. То есть вот этот вопрос очень острый. И поэтому, пожалуйста, да, и еще самое главное. Когда вы переводите книги, как вы говорите, в текстовый файл, пожалуйста, хорошо. Да, вы нашли автора, да, вы взяли, заключили с ним договор, да, на безвозмездную основу. Переводите, пожалуйста, в текстовый файл и выкладывайте произведение только в тексте. Почему? Потому что я вам говорила, у каждой книги несколько авторов. Один из них, в том числе, это художник-оформитель. Например, когда вы выложили, когда вы говорите, что вы заявили о презентации, которая будет в марте как раз в библиотеке, да, вы везде во всех СМИ поставили обложки этих книжек, в основном наши. Вы даже не спросили. То есть у нас есть художник, который один раз лет 20 нарисовал эту книжечку, и каждый раз видит, когда я где-то перепечатаю, чтобы ему шло вознаграждение. Это очень серьезная вещь. То есть я почему хотела сегодня даже и прийти, и об этом громко сказать, как вы пишете, планируете себе до 25 апреля, текст договор до 10 мая, вы что-то так все дальше размазываете, плюс там к 1 января платные, не платные. Это далеко. Я боюсь, что на вас все-таки кто-нибудь подаст, и это будет прецедент. И отчасти та, как сказать, масштабная, та с доброй идеей, большая, как сказать, проделанная работа может просто вот разбиться о наши требования. Мы живем в гражданском правовом государстве. Простите, не представил совсем никакого издательства ПК. Давайте. Все, это так, к слову, я сейчас хочу на этом закончить, что только я ремарочку маленькую. Все, дальше будем работать, сотрудничать, но, пожалуйста, если вопросы, уделите внимание. Ну, я на самом деле готов ответить коротко на эти вопросы. Что касается юридических аспектов, мы, когда все это делали, естественно, мы это все понимаем. Кроме юридических вопросов, есть другие вопросы, связанные с разработкой, связанные с процессом оцифровки, связанные с тем, что в волонтерских команд есть своя специфика и скорость работы, и свой особый менеджмент. Поэтому мы не можем учитывать только одну сторону вопроса. Мы вынуждены искать какой-то компромисс между всеми. И мы на самом деле, наверное, уникальный случай, когда проект выходит, только выходит, и говорит, мы сразу встаем на путь реализации. Это вот я ответственно заявляю, что это, скорее всего, не считая электронных библиотек, которые сделаны библиотеками, это единственный, наверное, проект в России, который вышел первый после запуска и сказал, мы будем легализовываться. Если вы найдете какие-то другие примеры, пожалуйста, напишите мне. Значит, не все так просто. Вы юрист, я менеджер проекта. Я знаю, как это все делается. Я и менеджер проектов, я и айтишник, с другой стороны. Невозможно сделать так, чтобы изначально юридически все подготовить. Да кто нас будет слушать, если нет библиотеки, нет ничего. Мы приходим к кому-то и говорим, а давайте вот пишите нам бумаги, мы будем ваши книги распространять. А вы кто такие? То есть это на самом деле способ нереальный, поэтому мы вынуждены были сначала выйти, чтобы нас заметили. Собственно, поэтому мы сейчас устраиваем эту презентацию, и постепенно мы будем со всеми договариваться. Мне кажется, это вполне себе цивилизованный способ. Да, есть некоторые правовые аспекты, но в любом правовом государстве не бывает такого, что все живут в абсолютном правовом поле. Вы это сами прекрасно понимаете, как юрист. Как раз таки стараемся. Но даже если вас посмотреть, даже понятно, что вы занимаетесь какой-то юридической работой, но даже если вас под микроскопом посмотреть, то где-нибудь что-нибудь всплывет, правильно? Нет, я вам скажу на это одну очень важную вещь. Те авторы, которые не давали нам согласия опубликовывать информацию, они как книги или электронный вариант, мы не размещаем.
Вот понимаете, у нас каждый договор рассматривается под микроскопом. Если автор дает на все виды по статье 12.70 Гражданского кодекса, то мы говорим, девочки, забирайте, пожалуйста. Если нет, вы эту книгу не увидите. И потом, когда вы про цены говорите, 100 рублей электронной книги, у нас она очень смешная цена, 5, 10, 15, 20. Значит, я еще хочу несколько моментов добавить, о которых вообще не говорили. Значит, почему люди, собственно, так ждали эту библиотеку? Почему такой вопрос, собственно, стоял? Мы говорили, что 10-15 лет назад должна была эта библиотека. На самом деле, почему? Потому что те, кто реально занимался распространением и издательством книг, они не смогли за это время ничего сделать. Они не смогли создать ни нормальных интернет-магазинов, они не смогли встроиться в каналы дистрибьюции, которые в России уже на тот момент существовали. То есть я ответственно заявляю, что, например, издательство Китап, оно до сих пор не способно, не умеет продавать книги. Ни электронные, ни бумажные. И, собственно, я предполагаю, что одна из причин, по которой нам необходимо будет сотрудничать, потому что ваша цель – научиться продавать книги, правильно? И мы вам хотим в этом помочь. Вот. Это, кстати, не наше мнение по поводу того, что... Давайте не переходить на личность. Я сказала то, что я сказала. Я сказала, что если на сегодняшний день мы сядем с вами вместе, мы уберем каждую вторую книгу, и я обосную это почему. Там не только наши книги, я вам еще раз говорю, там книги очень известных людей. В этом плане. А вы говорите, мы потом будем. Неправда, но мы же тоже опубликовываем книги. Мы сначала заключаем договор, мы находим автора, находим его наследников. Вы знаете, они разбросаны вообще по России, даже за рубежом. Мы же находим договор на одной страничке, все. Подписывают многие обязательства государства. Давайте перейдем к следующей теме, иначе мы застрянем. Это наш внутренний вопрос. Я просто вам посоветую. Да. Если у вас есть право вкладывать, если вы можете обратиться. Да. И они сразу снимут. На самом деле, да. Я пыталась озвучить, что больше половины у вас там на сайте находится незаконно, неоформленно. Вот и все. Да, нет, Это просто, к слову, пока это еще далеко не я прошло. просто Это хочу не от нас. просто другие аспекты тоже раскрыть. Но Ну, это факт. на личности начинать. Сначала было сделать, надо было сделать, в интернете всегда. Так сначала надо было сделать и выпустить, это логично. И потом прийти договариваться, это логично. Да, это немножко нарушение закона. Не соглашусь, потому что это не говорят, что они выдавали первую книгу. Если вы пришли в союз писателей, вы бы там собрали пресс-конференцию, вам бы 30 писателей дали свое добро, подписали договор, вы 30 книжек выложили, и к вам бы пошли бы. Все. Это не так много времени сделать, конечно. А не так, как вы расписываете далеко-далеко. У нас есть план, вот я частично этот план озвучил, у нас есть планы по живым аспектам, у нас есть план разработки. Кстати, я хотел бы представить наших двух разработчиков, это на самом деле интересный случай. Александр Патригреев, можете выйти? Александр Патригреев, алмаз гениатры. Как бы считается, что когда делаются большие серьезные проекты, нужны такие серьезные матерые разработчики, которые там все уже знают, все это понимают. Эти ребята учатся в РБЛ, они еще школьники. Мы их нашли во время хакатона, который проходил как раз у них, в Башкон. В рамках конференции Башкон был хакатон. Вот. Они сделали библиотеку, прототип библиотеки. Очень похоже было на нашу идею, поэтому я им сразу предложил, а хотите сделать реально другой проект? Они сразу, даже не раздумывая, сказали «да». А я просто понимал, что они чего-то не понимают, они что-то там пока еще не умеют делать. Но когда делается проект, самое главное – это горит человек или нет. Вот. Они как раз горели, и у них все получилось. Это на самом деле, вот эти два парня, они, мне кажется, должны быть как заноза для тех матерых разработчиков, которым я предлагал этот проект делать, которые там начинали проект делать и бросали этот проект, потому что это было две попытки создать эту систему провальную, вот, потому что разработчики бросали на полпути процесса. Это очень, на самом деле, серьезная вещь.
Вот, и я вот, ну, вот просто чтобы они все посмотрели на них. Вот они могут. Так, и самое главное, значит, зачем мы собрались, да, юридические моменты, там все это здорово, но ни один айтишный проект без разработки не бывает, поэтому мы сегодня хотели, как и запланировано, показать новые функции, которые появились в системе. Но мы не сможем сегодня запустить обновленные функции, они появятся чуть позже, я думаю, где-то в течение 2 недель. Вот, но они уже работают. Я сейчас продемонстрирую. Вот наш основной сайт Катар, а это у нас тест ВД. То есть альфа-версия этой системы. У нас появилось 2 очень-очень важные функции, без которой электронная библиотека не может существовать. Первое – это авторизация. То есть мы можем теперь войти в систему, авторизоваться. Ну, я думаю, что многие сейчас авторизуются не через email, а через ВКонтакте. То есть, по крайней мере, на наш сайт половина посетителей много приходит из социальной сети ВКонтакте. У меня радует. Потому что социальные сети довольно простой и сейчас пока еще, к сожалению, есть баги в системе. Это, я думаю, мы это исправим. Самое главное, что все эти функции, они работают. Так, значит, авторизация. Сейчас мы зарегистрировались, мы сейчас, система нас узнала. Вторая новая, очень важная функция – это чтение книги самого сайта. Потому что скачивание – это все здорово, когда, например, какой-нибудь PDF-файл весит 100 мегабайт, это уже становится не очень удобно. Я, например, читаю обычно из интернета сразу, не люблю скачивать. Ну вот, собственно, простая удобная функция. Так выглядит книга. Я вот. Можно листать. И это работает и на мобильных устройствах. Мы можем раскрыть весь экран. Достаточно удобно. Пока еще не все книги поддерживаются. Но постепенно, я думаю, мы это все исправим. Вот. И теперь я могу зайти на страницу моих книг. Вот эта страница моей книги. Я начал ее читать. Если раньше никак нельзя было отследить те книги, которые я загрузил или начал читать, то сейчас они сразу попадают на страницу с закладкой. Это как закладка, да. Но на самом деле постепенно у нас большой план по разработке. Там очень много новых функций. Пользователи
и все время предлагает новые функции. По-моему, есть программа, где вот книги прям можно листать. Ведь можно было их адаптировать. Значит, сейчас где-то, наверное, треть книг содержит в себе форматы для специальных форматов электронных книг, LV2 и EPUB. То есть их можно скачать и открыть в любой читалке, то есть, которые эти форматы поддерживают. Ну, это 90% читалок поддерживают. Просто этого недостаточно, поэтому мы решили добавить функцию чтения именно на сам сайт. Это удобно, когда ты, например, не знаешь, что это за книга, не хочешь скачивать, ты начал его читать, заинтересовался, и дальше ты можешь скачать и продолжить, либо продолжить чтение на сайте. Теперь он никуда не видится. Марат уже сказал, мы хотим продолжить быстрыми темпами проект Татар. И для этого нам нужны новые люди. Кто нам больше нужен? Нам нужны те люди, которые готовы сканировать книги. Это на самом деле не страшно. Сканировать книгу, сканировать это как сканировать любой документ. Если есть сканер, либо нет сканера, но есть желание, мы можем помочь найти сканер. Да. И второе, это те, кто редактирует электронные книги, уже оцифрованные, потому что часто они содержат ошибки. А людям приятнее читать, когда нет никаких ошибок. Процесс несложный, если кто-то знаком с элементарной корректурой, редактурой текста. Это довольно легко делается с помощью простых программ. Еще хотел про Татар одну вещь забыть сказать. Недавно была история такая, что начались финансовые проблемы в издательстве Башкортостана. Может быть, кто-то слышал. И в связи с этим им приходится оптимизировать свои какие-то подразделения. Вот, одно из подразделений, которое они вынуждены сократить, это библиотека, их собственная библиотека, в которой они складировали книги в течение многих лет. Со времен еще Советского Союза. Когда мы узнали об этом, мы, к сожалению, поздно узнали. Через месяц после того, как это стало понятно. Вот. Мы сразу же обратились к людям с призывом помочь как-то сохранить эти книги. Потому что некоторые из них потом вообще сложно будет найти. И люди откликнулись, мы собрали больше 40 тысяч рублей. Это, наверное, по меркам краудфандинга не очень большая сумма, но учитывая, что это первый башкирский проект такого рода, мне кажется, это успех. И где-то наполовину из этой суммы мы как раз купили там почти 1000 книг. Вот. И продолжаем сейчас искать книги, но не только в этом библиотеке. Потому что, мне кажется, есть шанс найти хорошие книги в других букинистических магазинах или у людей, которым эти книги не нужны. Вот. У нас в команде сейчас выделяются те люди, которые будут этим заниматься. Потому что деньги еще остались. Вот. Мы за каждый рубль из этих денег отчитываемся. А отчет можно найти на сайте, на странице пожертвований, которые сделаны. Ну, вообще, мы хотим эту практику продолжить, потому что проект не коммерческий в любом случае. То есть никто сейчас на нем денег зарабатывать не собирается. Просто нужна помощь. Помощь нужна волонтерам, чтобы этот процесс шел быстрее. И многие, наверное, пришли смотреть только на проект Татар, на обсуждение. У нас немножко затянулось это все. Но мы подготовили вам еще такие сюрпризы. Сейчас я расскажу. Ильдар, возможен ли поиск по авторам, по тематике? Я катался немножко. Сейчас есть поиск семантический, работает по названию книги. Постепенно мы его доработаем. А если название не знаю, допустим,
литература, Пока, диалог. к сожалению, нет. У нас есть план по функциям, и там поиск отдельный прям раздел новых функций. К сожалению, это не такая простая система. Но это будет Мы сделано. будем все это делать, да. Мы строго по плану движемся. Сначала внедряем самое необходимое, а потом внедряем то, что второстепенно. Ну, раз уж начали с проектов, то продолжим проекты. Мы не можем жить только с одним проектом, потому что мы уже большое сообщество. Примерно активно участвующих людей где-то человек 200, я думаю. Сочувствующих 5000 примерно. 5000 это просто наше сообщество. Ну, может быть даже больше. Просто не все сидят в сообществе. Да, надо двигаться дальше. Мы очень долго думали, куда двигаться, какие проекты начинать. Вот. И сейчас мы все-таки придумали. Вот. Этот проект называется Балават. Наверное, по названию что-то уже понятно. Сейчас один из наших координаторов, Раиль Салимов, который будет курировать этот проект, он подготовил видеосообщение, потому что смотрите. Небольшая техническая новинка. Ну, как-то так. Нормально? Ты можешь сесть сюда. Нет, в принципе, не нужно. На самом деле сюрпризов сегодня будет не один, а два. То есть это первый сюрприз. Это мы все стали свидетелями войны платформ, потому что видео сделано на Mac с помощью программ Apple и Microsoft по умолчанию не поддерживает.
Я скоро приеду. Теперь снова поменяем немножко план, то есть импровизацию. Поэтому, что еще? Сюрпризы будут. Скажем. Как бы начали сразу с проекта, но мы еще хотели рассказать про то, что кроме проектов есть сообщество. Есть, за каждым проектом скрываются люди, которые это, собственно, делают. И если бы этих людей не было, никаких ни проектов, никаких результатов, никаких программ, ни приложений, ничего не было. Наше сообщество называется Башкирский проект. Кто-то знает хорошо, кто-то знает похуже, что мы делали, как мы делали. Вот, короткий список самых известных проектов, можно сказать. Началось все с клавиатуры для Android, для Back, первая башкирская клавиатура для Android. Дальше GitHub, про который мы рассказали. Мы перевели интерфейс ВКонтакте на башкирский язык. Мы провели 2 года подряд вместе с партнерами из разных городов конференцию Башкон. Это конференция, посвященная развитию башкирского интернета. И причем в 2015 году, в конце года, конференция прошла сразу в 5 городах. В Москве, в Питере, Уфе, Челябинске и Сибирске. Мы это все организовали через онлайн-трансляцию. Получилось, конечно, не все идеально, но, мне кажется, довольно уникальная конференция такого плана. У нас есть наш портал Башкор.орг, официальный портал сообщества. Если вы видите какие-нибудь проекты на этом портале, то это 100% проект сообщества. Мы сделали клавиатуру точнее раскладку для операционной системы Mac. Мы помогали проводить Вики Сабантуй конференцию, которая помогали Вики сообществу провести такое большое масштабное событие международного уровня. И этим очень гордимся. Мы видим, что Вики сообщество сейчас развивается активно. И мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать. Мы перевели Kate Mobile. Это приложение, которое заходит в социальную сеть ВКонтакте. Не официально, то есть, а именно стороннее приложение, мы тоже стали работать. У нас есть проект «Башкирский шрифт». Мы локализовали больше 50 шрифтов для поддержки башкирского языка. Дизайнеры сидели, добавляли буквы, чтобы все работало. Причем мы старались сделать самые-самые современные шрифты, самые модные. И мы заметили, что башкирские афиши стали намного интереснее. Это наша заслуга, я считаю. Следующий. Еще одна клавиатура для Android Kika.
На самом деле это довольно крутая штука была, потому что, точнее есть, если обычную клавиатуру там, приходится нажимать там, каждую клавишу, то в Кике работает метод ввода свайпа. То есть это технологически такая сложная штука, но мы смогли это реализовать вместе с коллегами из рубежа. Вот. Они очень были рады, они очень удивились тем, что где-то там в глубинке российской живут чуваки, которые разбираются в этих технологиях. Мы тоже были рады. Мы перевели интерфейс Skype на башкирский язык. И еще осталось башкирское радио, может кто-то пользовался. В общем, приложение, где можно послушать все башкирские радиостанции. Как ни странно, люди слушают. Вот. На самом деле, это не все проекты, просто для примера, чтобы понятно было, чем мы занимаемся. Вот, собственно, первая башкирская клавиатура. Она была еще выпущена. То есть, мы сами же добавили еще татарский язык, попробовали. Это вот для Мака. Это вот интерфейс, башкирский интерфейс ВКонтакте. Это агрегатор новостей на башкирском языке. Если кто-то не заходил, можно попробовать, работает. Все новости на башкирском языке в одном месте. Это, собственно, башкирское радио. А это шрифты. Тут как бы заходила речь о том, как мы выбираем проекты. Непростой процесс, потому что желаний очень много. То есть хочешь сразу за все схватиться, там 100 идей, сразу за все одновременно схватиться и все сразу делать. Это невозможно. Поэтому мы вынуждены выбирать, мы вынуждены отсеивать, мы вынуждены все время придумывать какие-то новые идеи, мы вынуждены оптимизировать те идеи, которые у нас уже есть, или те проекты, которые уже начаты, в силу разных причин. То людей не хватает, то еще что-то, то это слишком это сложно все. И у нас есть карта. У нас есть карта, мы ее называем стратегией, потому что она нам позволяет видеть некую панораму всех этих идей и выбирать среди них то, что реально актуально, то, что реально сейчас вот нужно обществу. Потому что, мне кажется, мы с библиотекой угадали. Реально, библиотеку очень ждали, библиотека всем нужна. Это, вот, ни у кого нет сомнений, то, что именно так это должно быть сделано. И именно уже не было возможности ждать. Уже все. Вот эта карта, она в открытом доступе, мы ее опубликовали в группе. Мы хотим, чтобы на нее смотрели те люди, которые хотят участвовать в проектах. Мы хотим, чтобы ее могли изучить те организации, которые наши партнеры. Мы хотим, чтобы наши участники уже текущих проектов тоже могли посмотреть на нее. Часто бывает так, что люди, которые просто участвуют как простой участник в каком-то проекте, простой волонтер, будет тренирует. А потом у него скрываются какие-то интересы, и он оказывается таким продвинутым чуваком, и ты такой рядом с ним стоишь, такой думаешь, ничего себе. Вот один из таких людей, Раиль Салимов, который я хотел показать, он действительно уникальный человек, живет в Сибае, но я если честно, я горжусь тем, что нашел его. Просто он у нас сейчас занимается тем, что общается с зарубежными разработчиками. Это его сейчас направление деятельности главное. Мы рассчитываем на большие результаты, потому что одно дело создавать что-то с нуля, другое дело, когда тебе удается локализовать что-то очень хорошее, вот как в случае с Киком. Сообщество развивается, людей становится больше, и, если честно, в какой-то момент я начал понимать, что меня просто не хватает. То есть я в центре всех этих событий, в какой-то момент меня просто заваливает, у меня там телефон просто каждые 5 минут он разрывается уже, но я уже все, я чувствую, что я на пределе. Причем я еще работаю, у меня еще разные хобби свои. Это было тяжелое время, не только для меня, но и для близких людей. Поэтому мы начали постепенно, можно сказать, реформирование сообщества. Мы пытаемся привести его
поставить на какие-то рельсы, и чтобы это двигалось вне зависимости от там, конкретных людей, вне зависимости от способностей там, конкретных участников, там, чтобы это было движение поставлено, ну, как бы такое технологичное и продуманное изначально. Вот так выглядит обычно структура любой организации. Ну, в данном случае армейской, но это не важно. Любое там ООО, АО там, или еще что-то ЗАО, любая компания, она практически имеет всегда какую-то структуру, подразделение. Вот. Мы тоже имеем эту структуру. Но есть на самом деле отличия. Серьезно. В коммерческой компании там, или общественной организации, которая занимается, там, у которой есть финансирование или еще что-то, государственная организация, как бы у вас есть вышестоящие, а у нас нет. И мы воспринимаем структуру нашей организации как горизонтальную, абсолютно горизонтальную. Все участники реально равны. То есть я не могу сказать: Марат, ты мне подчиняешься, ты должен делать то-то, то-то, то-то. На самом деле, реально, находясь в центре событий, я просто стараюсь помогать людям сделать что-то. Или если я вижу, что есть где-то пересечение, я помогаю им организовать вместе работу. Но я не являюсь ничьим начальником, если нет подчиненных, нет начальства. Это горизонтальная, абсолютно горизонтальная структура. Наше сообщество, как бы, называется башкирский проект, логично, что состоит из проектов. То есть вот раз проект, вот сущность, совокупность разных проектов сейчас реально, она и объединяет это сообщество. Вот мы сделали проект, вот все вместе сделали, кучка людей. Ну, вот такой-то проект, такой-то, вот примерно вот так оно выглядит. Раньше у нас то есть было так, что на каждом проекте свой координатор, ну или два координатора, если проект большой. На Китаптар координаторов целых 4, потому что нет возможности быть 100% всегда занятым этим проектом, что он большой. И люди включаются, чтобы работа не останавливалась, все время кто-то помогает команде быть в курсе событий, иметь какой-то план. Ключевая роль в нашем сообществе, без которой оно бы не смогло ощущать как сообщество, это координатор. Вот. Здесь представлены разные виды координаторов. Раньше у нас один только тип был. Мы хотим это немножко изменить, потому что видим, что люди все равно начинают делиться на какие-то. Кому-то интересно заниматься вот этим, кому-то интересно заниматься вот этим. И вообще есть проблема такая, что у нас одни координаторы там, на нескольких проектах. И начинается, что он половину дня занимается одним, а другой половину дня занимается вот этим. И у него он постоянно переключается, и это очень сложно. И хотим немножко структурировать это дело. Здесь вот представлено в центре, это новая роль координатор сообщества. То есть раньше я один. Сейчас таких людей будет несколько. Их задача уже не будет в том, чтобы следить там, за конкретным проектом, реализовать конкретный проект. Их задача будет помогать другим координаторам, которые непосредственно управляют проектом. И новый у нас два. Я координатор сообщества, и два новых человека сейчас появятся. Это Раиль Салимов и Марат Ахмедович. Это два человека, которые своим трудом показали, что они готовы этим заниматься, и они горят. Поэтому, собственно, я решил предоставить им больше возможностей и тем самым еще снять с себя много чего. Раиль Салимов будет заниматься международными проектами, международными не только зарубежными, но и российскими.
у нас не хватает взаимодействия с другими организациями и с другими сообществами. Они есть, и мы могли бы друг другу помочь. Марат Ахмедшин, мы долго думали, какое направление у нас, какие вообще в принципе направления у нас есть. Но вот я знаю, что ему интересно заниматься всем, что связано с сохранением наследия. Мы так и выделили направление. У нас несколько намечается таких проектов, поэтому будет логично, что за них будет отвечать один человек. Пока все остальное буду координировать я, все, что в состоянии буду. Вот, я надеюсь, что найдутся еще люди, которые себя проявят и докажут, что они способны, и на самом деле докажут, что они лучше нас справляются с этим. Я надеюсь, что это появится. Важнейшая роль в сообществе так и остается координатор проекта. Не будет проекта, если кто-то не горит этой идеей, и будет вот именно на конкретном проекте помогать, вот это так делается, это вот так делается, а когда какой-то вопрос возникает, разбираться с этим. Это вот как раз внутри проекта. Еще одна новая роль, которую мы решили выделить, это координатор команды. Реально команды у нас формировались в основном внутри проектов, но потом начался такой процесс, что одна и та же команда принимала участие сразу в нескольких проектах. Например, Skype и ВКонтакте, переводчик. И как бы такое, получается, у них и Skype, и ВКонтакте, но вроде они как бы все вместе. Получалось такое дублирование. Мы хотим это изменить, что вот, если есть переводчики, значит, они должны чувствовать себя как команда тоже. Ну, то есть, что вот мы переводчики, мы сообщество переводчики, как бы такое гильдия. Есть разработчики. Я знаю, что разработчикам друг с другом интересно. Очень интересно, как переводчикам с переводчиками. Вот. И мы начинаем формирование таких команд. Они у нас в таком состоянии у нас уже есть. Вот. Я думаю, что мы доведем до осознания, что вот они все вместе работают. И они будут друг другу помогать. И отвечать за это будут те люди, которые себя уже показали активными участниками вот этих гильдий. Дальше. Вот, собственно, показано, как происходит управление на конкретном проекте. Здесь вот координатор проекта. Ему помогает один из координаторов сообщества. В любом случае это нужно. Мы это проверяли на практике, когда ты являешься членом не только одного проекта, но чего-то большего. Часто внешние какие-то ресурсы могут помочь. И знает об этом как раз координатор сообщества. И координатор команды, он тоже может помочь, если у этого проекта специфика. Перевод, разработка или еще что-то, он реально может помочь. То есть координатор проекта все знает, кому нужно обратиться за помощью. Вот у команды есть такая особенность, вы тоже заметили. Не всегда те люди, которые участвуют в проекте, они как бы вообще имеют к нам какое-то отношение. То есть они даже не понимают, что они помогают нам. Такое бывает. Например, что-то переводится, и кто-то из переводчиков обращается за помощью вообще каким-то нам незнакомым людям или каким-то другим сообществам, я не знаю, вообще что-то происходит. Вот они это могут делать. И, собственно, я надеюсь, что когда эта структура оформится, они это будут делать методично. Есть куча организационных вопросов, которые требуют решения на уровне своего сообщества, как и у любой другой организации. Поэтому часть ролей выделена на этом уровне. Они не принадлежат никаким проектам, они единственное, с кем они взаимодействуют, это с координаторами сообщества. Реально. Куча административных задач. Сейчас у нас есть несколько людей. Вот новый важный человек в нашей команде. Илья. Это наша администрация. Мне стало намного легче, потому что она очень хорошо работает.
Я реально могу заняться проектом, я реально могу заняться тем, что у меня хорошо получается. Так. Но все равно, как бы, какое не было бы сообщество классное, у него есть несколько проблем. Самая главная проблема, мы не можем взаимодействовать. Реально, нам сложно взаимодействовать с другими организациями. То есть есть такая проблема. Мы когда куда-то обращаемся, коммерческие структуры, там, общественные организации, они не понимают, с кем они имеют дело. Они реально не понимают. Мы долго не могли понять, почему это происходит. А потом до нас дошло, что они просто на другом уровне находятся. То есть если вот посмотреть сбоку, они просто на другом уровне. Мы как физические лица для них, а они те юридические лица. То есть они привыкли так взаимодействовать на этом уровне. Поэтому они нас просто не видят. И мы решили исправить это. Почему? Мы тогда можем тоже построить что-то на этом уровне. И тем самым решить какие-то задачи. Самое главное, какую задачу надо решить, это координаторы, там какие-то отдельные люди, которые там, помогают, там, знают, как проекты делаются, знают, там, кого надо собрать, что нужно делать. Но, наверное, этого недостаточно. Есть проекты, где реально требуется финансирование, где требуется участие других общественных организаций, где требуется финансовая поддержка, в конце концов. Вот мы на Китартар с этим столкнулись, мы не могли решить задачу своими силами, мы обратились к людям, и они нам начали помогать. Давайте продолжим. Но эта штука, она должна быть структурирована. Нехорошо, когда мы там говорим людям, давайте помогайте нам деньгами и перечисляйте там на физическое лицо какое-нибудь. Это неправильно. Потому что, должна формироваться репутация в целом сообщества. Она не должна зависеть от конкретных людей. Вот. И задача фонда, важнейшая задача фонда, кроме взаимодействия с другими организациями, помогать своим проектам внутри сообщества в том, чтобы они развивались быстрее. Чтобы скорость разработки, скорость там, каких-то действий была в разы выше. Это реально можно достичь. Если будет финансирование, будут такие внешние, привлечение внешних ресурсов. Вот как раз здесь показано то, что реально юрлица, они на другой плоскости расположены, не как сообщество. Сообщество внизу серое, а вот организация немножко на другом уровне. Вот мы должны выйти на это уровень. По задаче в целом я рассказал. Я думаю, что должен быть четкий механизм, как деньги там поступают в какой-то конкретный проект. Теоретически это могут быть не только проекты, которые решили участвовать в сообществе, решили присоединиться. Я думаю, что это могут быть вообще любые проекты, которые удовлетворяют той миссии, которую сообщество себе ввело. Все собрались с одной какой-то целью, с одной миссией. Если какие-то другие проекты удовлетворяют этим целям, я думаю, что им тоже надо помогать. Сейчас мы пока видим структуру фонда довольно простой и довольно стандартной. Ничего не хотим такого серьезного придумывать. Это те координаторы, которые у нас реально сейчас управляют проектами и сообществом, они могут принимать решения и в структуре фонда. Будет сформирован совет из этих людей, который, возможно, будет там обновляться, меняться, но он будет самым главным органом, который принимает решения. То есть это те же координаторы, они сами понимают, куда надо направлять ресурсы, кому надо помогать, реально. Просто собираются чисто в организационной форме, с юридически, легально все это делают. Я думаю, что нужны исполнительные лица, которые
В любом случае, любая организация сталкивается с кучей юридических вопросов, там, от отчетности, там, всего. Вот. Мы не хотим там никаких лишних людей, то есть, скорее всего, будет какой-то один человек, который все эти вопросы будет решать. И находиться, наверное, будет организация в Уфе, потому что по количеству других организаций, которые пересекаются с нами там, по сфере или заинтересованных лиц, я думаю, большинство из них находится здесь, 80%. Поэтому логично, что здесь. И этот человек будет здесь находиться, и юридический адрес тоже будет здесь. Попечительский совет – это требование законодательства, него никак нет. То есть я думаю, что есть шанс привлечь реально серьезных людей с авторитетом, которые помогут нам завоевать доверие простых людей как организации. Функция. Я не думаю, что там возникнут какие-то там проблемы там, с каким-то отмыванием денег или еще что-то. То есть это против этого сделано, или там неправильное ведение коммерческой деятельности. Ну, просто чтобы было доверие. Не все нас знают, не все в интернете. Ну вот, примерно сроки, когда мы собираемся брать. К сожалению, мы хотели провести это все раньше, собраться, некий проект у нас уставы и других документов у нас, в общем-то, есть. Но мы решили, что сейчас мы некоторое время обсудим это в целом со всем сообществом. Возможно, будут какие-то мнения, что нужно улучшить, что-то надо дополнить, поправить. Разные мнения хочется услышать. И потом самый обычный процесс регистрации. Надеюсь, что все пройдет гладко. Мы надеемся. Вообще, если вот чисто с точки зрения законодательства, конечно, сейчас не самое лучшее время, чтобы заводить эти организации. По крайней мере, просто государство, оно очень сильно взялось за некоммерческие организации. Но мы по-другому не можем. У нас нет другого времени. Мы не можем там что-то откладывать на год или еще куда-то. Мы уже уперлись в этот потолок, когда мы можем взаимодействовать как группа энтузиастов. Все. Нам нужно дальше. Если иностранные финансирование, Пока так, да. Но я имею в виду, что в плане как бы вмешательства государства в дела оно намного выше. Да. Мы как бы этого не боимся, потому что мы ни с политикой не связаны, мы не связаны. То есть иностранные организации, если нам будут помогать, то в основном, скорее всего, в плане разработки, там, советов, там, или каких-то вещей. деньги не поступали с его стороны. Да, понятно. Думаю, что, скорее всего, с этим не будет проблем. Вот проект устава. Мы его выложим в нашем сообществе. И все желающие, я думаю, смогут прокомментировать, поделиться своим мнением, задать вопросы. Я думаю, что основной вопрос, почему фонд, почему такой вариант, а не членская организация. Логично же, вот есть сообщество, превратить в членскую организацию. А у членской организации, как мы посмотрели, есть существует недостаток. Особенно в плане, то есть если совместить со структурой сообщества всего, то есть если там вот новые участники будут приходить, там, становиться членами, там, сторонниками или кем там, юридически, да, то это очень громоздкая структура и очень сложно управлять. Мы решили, что достаточно на уровне координаторов их объединить, вот эти два слоя, и это будет достаточно сейчас, потому что в любом случае нам выгоднее сейчас сделать более компактную организацию, более компактную, более устойчивую, чем раздувать и реально перестать контролировать эту организацию. То есть, перестав контролировать организацию, имею в виду текущие участники сообщества, они потеряют контроль, и в итоге само сообщество, которое собралось с благими идеями, оно может развалиться. Мы это видим на примере других. Вот
хотели потом рассказать про Китата, а получилось по-другому. Интересно, получится у нас видео с презентацией? Ильдар, сообщество зарегистрировали уже юридически? Сообщество юридически нельзя зарегистрировать. Есть определенные формы, форматы некоммерческих Ну, организаций. то есть это не юридическая организация. Пока сейчас это группа людей, которые объединены общими интересами. Регистрация не требуется. Сейчас нет Юридически. регистрации. На самом деле ее и не будет. То есть мы не хотим ничего менять. В плане вот, нам все нравится. Мне кажется, все прекрасно работает. Нет, поскольку устав, я так понимаю, это юридическая организация. Нет, да. Просто объединение вот этих двух вещей, фонда и сообщества, оно должно произойти на уровне координаторов, а не всех участников. То есть вот координаторы участвуют в работе фонда, а вот простые участники нет. Сейчас так. Потому что этого достаточно для того, чтобы они друг другу помогали, что достаточно пересекалось. Более устойчивую структуру. Ну, фонд все-таки связан, наверное, и с налогами, какими-то перечислениями. Ну, на самом деле, задача фонда довольно простая. Вот туда приходят деньги, да, какие-то финансирования от спонсоров, от простых людей. И его задача просто направить ресурсы туда, где это необходимо, на тот проект, где сейчас это надо. Вот и все. Вот простая задача, это как общий кошелек. Просто юридически. Да, мы это все понимаем, то есть с отчетностью все, ничего Ну, такого. там не сложно, потому что там будет налогов не будет. Это заработок, если бы такое. Следующий слайд. Тормозно. С интернетом нам проблема. Еще не устали? Вот это на самом деле первая наша презентация такого рода. Мы как бы обычно проекты представляли через в интернете. Вот пресс-релиз опубликовали, все, вот, проект представлен, запущен. Но мне кажется, этого недостаточно. Мы должны уметь рассказывать, встречаться с людьми, быть более открытыми, более прозрачными. Живое общение. Да. Тем более, что нам есть что рассказать. Нам очень много чего. Мы сейчас рассказываем какую-то маленькую часть, наверное, из того, что хотели. В следующий раз расскажем. Добрый день, друзья. Я Раис Ильин, координатор башкирских проектов. В профессии химик на данный момент предприниматель. Я давно уже пытался делать что-то полезное для башкирского языка. Пытался делать
шрифты башкирские. Делал локализацию клавиатуры для Linux, пытался переводить всякие приложения на башкирский язык, делать словари. Какие-то из них получались, какие-то оставались на начальных выполнениях. На самом деле, чтобы понять, какие проекты для нас реально важны, не надо далеко ходить и искать. Отлично. Все, можно сказать, лежит уже под носом. Например, когда моя дочка начала разговаривать, стал вопрос о том, что она в первую очередь должна разговаривать на своем родном башкирском языке. Так и случилось, она начала разговаривать на башкирском, но когда пошла в садик, она с каждым днем все больше и больше разговаривала на русском языке. И я начал думать, как же заинтересовать ее и как сделать так, чтобы она дальше развивала свой башкирский язык. К тому времени она уже начала изучать мой смартфон, планшет. Она научилась включать YouTube, смотреть свои мультики, свои детские передачи. Но все это было на русском и на иностранных языках. Именно этого подтолкнуло меня на мысль о том, какой же проект должен быть у нас следующим. Мы с Эльдаром думали, обсуждали, что делать и как делать. И сегодня хотим представить вам наш новый серьезный проект. Мы запускаем его именно сегодня, и мы назвали этот проект «Балалар». Почему «Балалар»? Потому что мы верим в то, что дети – это наше будущее и спасение для нашего языка. Легче обучить ребенка языку, чем обучить его взрослому или уже пожилому человеку. Что будет представлять из себя этот проект? Это будет сайт или сервис, который состоит из 3 частей. Первое – это мультфильмы, фильмы, анимационные фильмы на башкирском языке или переведенные на башкирский язык. Второе – это игры и интерактивные приложения, также на башкирском языке или переведенные на башкирский язык. Что же касается третьего раздела, то мы хотим сделать некое подобие Яндекс.Маркета, то есть площадки, где предприниматели или интернет-магазины могут разместить свою продукцию. В частности, мы хотим, чтобы это были игрушки, развивающие игрушки. Естественно, игрушки будут акцентированы на изучении башкирского языка, культуры Башкортостана, а также будут развивающие интересные игрушки. Конечно, для того, чтобы этот проект был максимально качественным, интересным для детей, нам нужны люди. Да, у нас уже есть команда, которая показала себя в различных серьезных, интересных проектах. Но мы хотим сказать, для этого, для нашего проекта нового, нам нужны в первую очередь преподаватели, для того, чтобы создавать качественный материал для детей. Во-вторых, нам нужны переводчики, чтобы переводить иностранные игры и приложения на башкирский язык. В-третьих, это те люди, которые хотели бы озвучивать мультфильмы на башкирском языке. И в-четвертых, это разработчики, те, кто уже имел опыт в создании игр, приложений, а также те, кто хотел бы заняться этим, кто хотел бы себя в этом попробовать. Так что, друзья, мы ждем вас в нашей команде для создания самого крутого башкирского детского проекта. Свяжитесь со мной удобным для вас способом и присоединяйтесь к нашей команде. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Так, я думаю, что вы сильно устали. На самом деле мы уже все заканчиваем. Второй сюрприз – это проект Умарта, мы его так назвали. Что это такое? Кто-нибудь слышал про инкубатор, IT-инкубатор? Ну, IT-инкубаторов на самом деле очень много. Функция такая, обычно создают такие инкубаторы, инвестиционные фонды, либо группы инвестиционных фондов, чтобы находить идеи реально успешных стартапов. То есть хорошие идеи, хорошие стартапы, талантливых разработчиков. Они пытаются их привлечь, заманив их
ну, как бы привлекательными условиями. Ну, с другой стороны, молодым разработчикам, дизайнерам, менеджерам проектов это тоже очень, очень выгодно, потому что так они, у них нет возможности заниматься только своим любимым делом, например, или какой-то идеей, в которой они действительно верят. А попадая в инкубатор, у них такая возможность появляется. К сожалению, у нас нет большого лофта, в котором мы могли бы собрать всех башкирских разработчиков, которые хотели бы заниматься башкирскими проектами. Лофта нет. Вот. Но у нас есть большой опыт в плане разработки проектов, в плане управления проектами. И самое-самое вообще главное — это привлечение людей и ресурсов на конкретный проект. И мы решили предложить разработчикам некую такую песочницу, куда можно прийти с идеей своего проекта, либо с каким-то готовым проектом уже, и развивать его вместе в сотрудничестве с башкирскими проектами. Мы со своей стороны что мы можем предоставить? Мы можем найти людей, мы можем найти разработчиков опытных, которые помогут, научат каким-то вещам. Мы можем привлечь, например, если вы разработчик и как бы плохо понимаете, как это все, как с другой стороны, в плане дизайна там, или в плане там, управления проектом, как это, или маркетинга, там, такие вещи, реально, я думаю, что 80% разработчиков не понимают, как это делается, и даже понимать не хотят. Это нормально. Вот. Мы можем помочь состыковать вас с такими людьми. И наша выгода для сообщества в том, что это действительно, наверное, лучший формат по привлечению новых проектов. Потому что раньше было так, что приходит какой-нибудь энтузиаст. Ну, в принципе, так оно и было, но так как мы были там совсем маленькими, людей было мало, мы просто там, как свои люди, просто общались там, как с Ириком, с идеей проекта библиотеки. Просто нашли друг друга общие идеи, и все началось. Сейчас немножко сложнее, потому что у меня уже нет, мне очень много присылают идеи, заявок, давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это. О, вот у меня такая идея классная, а вот что вы это думаете? Я пытаюсь созваниваться, я пытаюсь там, поговорить с этим, с большинством из этих людей, я пытаюсь дать какие-то советы, все, что сам в состоянии сделать. Или там рекомендую каких-то людей. Есть еще другая сторона. Есть люди, которые ко мне обращаются и говорят, помоги найти там, хороших разработчиков, чаще всего разработчиков, потому что именно разработчиков. Мы действительно можем помочь свести. Вот. Представим ситуацию, да? У вас есть какая-то идея. Ни один инвестиционный фонд, там, вы придете к нему там, с идеей там, башкирского национального проекта, и скажете, что дурак, что ли? Придумай нормальную идею, которую можно продать на весь мир. Вот. А к нам можно с этой идеей прийти. Она маленькая, вроде бы, она не рассчитана на коммерческую какую-то отдачу какую-то, да, денег, плане денег. Но если она решает те задачи, которые решаем мы сами, нам это интересно, мы готовы помочь, мы готовы все, что всем, чем сможем, мы поможем. Вот. И вот, да, у нас сейчас будет для разработчиков, дизайнеров и авторов идей, у нас сейчас будет один канал, такой структурированный канал, куда мы можем подать заявку, можно прийти со своей идеей, можно выбрать из тех идей, которые уже существуют. Есть два варианта таких идей. Либо это идеи со стороны других людей, либо это то, что мы сами сгенерировали. На многие из наших этих протопроектов у нас есть, можно сказать, техническое задание, часто есть прототипы, даже дизайн. Вот, то есть, то, что нужно разработчику. У нас есть люди, которые хотели бы научиться управлять проектами. Они не умеют, да, они не умеют разрабатывать, наверное, да, они не умеют какие-то вещи делать, но они хотят
они понимают, что нужно делать. И мы можем их научить, а они, соответственно, помогут разработчикам дальше развивать успех. Сейчас мне поступило несколько уже заявок на, то есть я по секрету там некоторым разработчикам сказал, интересная моя идея, восприняли на ура. Я даже уверен, что мы сможем привлечь, во-первых, мы сможем привлечь какие-то средства, чтобы хотя бы простимулировать, да, как конкурс, да, например, вот какой-то хороший проект. Как вы выиграли хакатон, получили деньги, да, например, за то, что вы классно это сделали, и вы были замечены. И здесь то же самое. То есть вы что-то сделали, и спонсоры собрались и сказали, вы классный разработчик, давайте мы вам просто отметим ваш такой талант. Я уверен, что мы это сможем сделать. Второе, что мы можем сделать, мы можем привлечь другие организации. Вот на самом деле со стороны организации все вот так. Они не знают, что надо делать, вообще не знают. Вот честно скажу, там, как сидит Министерство образования, там, они очень хотят что-нибудь делать, но они не знают как. А вы знаете как. Вы знаете, что вы можете это сделать. Они хотели бы помочь, скорее всего, но у них как бы у вас не существует канала, как бы вы могли пересечься и друг другу объяснить это все. Мы это понимаем. Вот. И как раз вот считаю, что вот этот инкубатор, по сути, это хакатон переросток. Вот если кто-то участвовал в хакатонах, он должен примерно понимать, что для молодых разработчиков, да, хакатон — это уникальная возможность показать себя за ночь, но за 24 часа никакой серьезный продукт написать невозможно. А вот за месяц можно. Вот. И поэтому мы решили сделать такой вариант хакатона, но растянутый на долгий период времени. И нам есть чем помочь. Поэтому мы скоро объявим как бы сам формат, то есть как именно происходит подача заявки, как сами анкеты и как это все будет функционировать, мы эту информацию все вывесим. То есть реально можно считать, что этот проект запущен, потому что мы в него верим. Вот. И, скорее всего, этот проект может дать больше результатов, чем какой-либо другой, потому что вот эти проекты, они могут даже потом развиваться сами по себе, но они же задачу решают. А молодые разработчики, они сейчас, я удивляюсь этим ребятам, насколько они хотят этим заняться. Они не понимают. Те, кто постарше, они такие, деньги. Вот если ты ему не заплатишь 100 000 рублей за разработку сайта, вот, неинтересно мне даже. Они такие уже, типа, потому что разработчики на расплату. А молодые, вот, что интересно, их тоже могли бы взять в какую-нибудь коммерческую организацию, как Junior там, или еще кого-то. Вот они делают работу лучше. Вот, я считаю, что делают лучше. Поэтому и перспектива у них намного лучше. Мы хотим... Да, именно так. У нас на самом деле есть несколько случаев, когда там, у нас человек проект закончил, и его забирали, вербовали в другое место. Молодых разработчиков. Кстати, есть хорошая еще возможность для тех, кто учится. У любого разработчика, который там учится на программиста, возникает момент, когда надо написать диплом или курс работы. Почему бы не сделать реальный тайп? Это намного лучше, чем просто в какую-то пустоту закинуть, как бессмысленный реферат. Вот. И у нас два уже дипломника есть с нашими проектами 460 на отличный опыт. Так что я думаю, что вот этот формат тоже подходит. Месседж всем разработчикам, дизайнерам и тем, кто понимает, что он хотел бы управлять проектом, то есть менеджером. Спасибо всем за внимание.